устройств. Это приложение называется Multi-Measures, ну или как-то так. Вот оно. Так, открываем его. И вот у нас выскакивают такие приложения, как Теслометр, то есть это такое приложение внутри приложения, с помощью которого можно искать металл, то есть металлоискатель. Дальше идет компас, ну, транспортир, линейка. Дальше это идет приложение для калибровки, ну, ровно или неровно, сейчас, наверное, покажу. Это уровень, это пломб, лов, это тоже такая как калибровка. Дальше это сейсмометр, ну, то есть как ваше устройство будет реагировать. Дальше секундомер, это таймер, это метроном, это децибел. Итак, начнем, наверное, с децибела. Вот, я говорю, и вот он показывает, с какой громкостью я говорю. То есть, если я крикну, он все равно ничего не показал. Больше 80 он у меня, ну вот максимум 85 он мне показал. Дальше идет метроном, это для музыкантов. Ну, то есть он, сейчас вам покажу. Вот так вот тикает. Это чтобы музыкантам не сбиться с ритма. Дальше идет таймер, ну как им пользоваться, я еще не понял, наверное, вы поймете. Ну, секундомером, я думаю, каждый умеет пользоваться. Сейсмометр, вот он вот так вот двигается, то есть вот я вращаю устройство, и он начинает вот так вот очень сильно скидаться туда-сюда. Дальше это вот такой вот калибровщик, то есть если перпендикулярно так вот поставить, он начинает пищать, когда вот этот красненький кружочек попадает в синенький. Ну, это, скорее всего, идет как, ну, в общем, для регулировки инструмента. Уровень то же самое. Вот он. Дальше идет, так, я тоже не понял, это тоже для калибровки. Вот он пищит, для кружок очень ровно. Дальше линейка, ну, как ей пользоваться, я тоже не понял. Можно, видимо, вот так вот отмерять. Например, куски ткани. Это транспортир. Вот он. Компас. Ну, кстати, приложения такие как компас и этот теслометр и компас, они не всегда работают. Не на всех устройствах Android. Так как я читал в описании к этому приложению в Play Market, для них нужен какие-то электромагнитные катушки, но я уж не буду врать, это вы сами посмотрите. Итак, ну, наверное, самое интересное, это теслометр, или металлоискатель. Итак, его открываем, не знаю, он сейчас начнет пищать, наверное. Так, вот здесь вот у нас показывается шкала, и вот здесь. Вот это вот желтенькая такая шкала, это мы настраиваем, на какой частоте он будет пищать. То есть у меня он стоит на 55, если он достигнет 55, он начинает пищать, пищать так достаточно громко и нудно. Итак, чтобы настроить его, вот он у меня не поднимается больше 50, можно, соответственно, поставить на 50. Так, заходим, теслометр, и выбираем 50. Так, да, и выходим. Итак, вот теперь он у нас начнет пищать на 50. Вот, у нас желтая линия уже сместилась, сейчас я возьму какую-нибудь железную фигню. Вот вы можете заметить, у меня там под столом куча всякой железной штуки, поэтому он начинает пищать. Ну, он вполне это ловит, то есть это не обман. И сейчас я поменяю, то он нам так не даст вообще ничего сделать. Так, выходим, выходим. Так, вот теперь у нас будет пищать до 55. Вот, у меня есть такой ножик, подносим его сзади, и вот он нам показывает, что ножик появился. Он глючит, это приложение на данном устройстве, и вообще теслометр или металлоискатель, он глючит. То есть он не всегда, не сразу показывает, то есть надо медленно водить. Вот. То есть вы можете видеть, у меня ничего нету, вот совсем. Итак, вот такой теслометр. Ну, к нему я сейчас приделаю палку какую-нибудь, и пойду, например, что-нибудь попытаюсь найти. То есть вот ножик, сейчас попробуем такую штуку музыкальную, как орган. Ну, вот так можно заметить, он меня ловит. Тут надо смотреть, где он начнет ловить. То есть он у меня ловит где-то спереди. Вот здесь, вот это уже где-то сантиметров 10, на 10 сантиметров он нормально ловит. Батарея вон у меня нашел 30 сантиметров. Ну, естественно, батарея я смотрел в доме. Ну, в общем, вот такое вот приложение. Всем спасибо за просмотр, всем пока.